Здравствуйте, уважаемые телезрители! Поздравляем вас всех с праздником, с Днем освобождения Сухума. Мы же вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. 28 лет назад, 27 сентября 1993 года, в ходе наступательной операции защитников Абхазии была освобождена от грузинских оккупантов столица Абхазии, город Сухум. И через 3 дня флаг республики был водружен на государственной границе по реке Ингур. В новейшей истории Абхазии это две важнейшие даты, от которых исчисляется воссоздание независимого абхазского государства, что было достигнуто ценой больших жертв и потери, а также усилий не одного поколения борцов за права абхазского народа. В этой передаче мы хотели бы отследить и поговорить о том, как интерпретируется эта дата в Грузии и какова та информация о войне и ее итогах, которую Тбилиси транслирует миру. Сегодня в Грузии довольно печальная дата, которая именуется Днем падения Сухуми. Каждый год в этот день приспускаются все государственные флаги. Для грузин дата трагичная. Такой же трагичной для нас, например, является 14 августа. Но получается, что мы в день начала войны скорбим о том, что было развязано кровопролитие и война, а в Грузии в день, по сути, окончания войны, о поражении и о потере Абхазии. Традиционно в этот день члены правительства Грузии приходят к так называемому мемориалу погибших в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев. В принципе, для того, чтобы понять отношение в Грузии к этой дате, все уже произнесено и сказано в этой фразе. Каждый год в эту дату все статьи и сообщения СМИ неизменно содержат одни и те же предложения и цитаты. Можно в них лишь менять дату, остальное содержание не меняется. Неизменно сообщается, например, о том, что цитата 16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила условия Сочинского соглашения по прекращению огня, заключенного при посредничестве России, и начала штурм Сухуми с участием северокавказских вооруженных формирований. Эта фраза встречается буквально в каждой статье от 27 сентября в грузинских СМИ. Далее неизменно сообщается об этнической чистке и о том, что 300 тысяч грузин было изгнано из своих домов. Очень часто идет приписка о том, что, цитата, также Абхазию были вынуждены покинуть греки, евреи, эстонцы. Вот именно эти народности перечисляются, а русские и армяне почему-то никогда не упоминаются. Создается ощущение, что такая вот избирательная выборка рассчитана на то, чтобы впечатлить того, кого нужно. А в конце всех этих статей дается, так сказать, информационная справка о том, что, цитата, Тбилиси направил свои войска в автономную республику Абхазия в 1992 году для охраны абхазского участка российско-грузинской железной дороги. То есть, по сути, сообщается о том, что никто, в принципе, войну развязывать не собирался. Все само собой получилось. Парадоксальный факт, что именно 27 сентября стала значимой датой для всего Южного Кавказа через 27 лет после событий 1993 года, а именно в прошлом году в этот день началась Вторая Карабахская война, итоги которой вновь раскроили положение дел в нашем регионе. Большая статья на эту тему вышла в издании «Коммерсант» под названием «Буря на Кавказе». Ее автор – директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов, в частности, пишет: 44-дневная Вторая Карабахская война, разразившаяся 27 сентября 2020 года, поворотный пункт не только для участвовавших в ней Армении и Азербайджана. Она изменила политический и военный баланс сил на Южном Кавказе, способствовала дальнейшему возвышению Турции как региональной державы, обозначила действительные пределы влияния России в Закавказье и степень реальной заинтересованности США и стран Евросоюза в этой части постсоветского пространства. Достижение Азербайджаном господства в воздухе с помощью беспилотников и барражирующих боеприпасов стало не только одним из главных факторов, решивших исход войны, но и шагом в развитии военного искусства в вооруженных конфликтах такого масштаба, говорится в этой статье. В стратегическом отношении, считает автор статьи, война в Нагорном Карабахе не была неожиданной для внимательных наблюдателей. Еще несколько лет назад Центр анализа стратегии и технологий выпустил книгу под названием «В ожидании бури. Южный Кавказ». И эта буря действительно
действительно разразилась 27 сентября прошлого года. С учетом того, как быстро и мощно возобновился армяно-азербайджанский конфликт после 26-летней заморозки, нынешнее положение в Нагорном Карабахе нельзя считать устойчивым. А раз так, нужно не только учить уроки недавней войны, но и следить за заданной ею динамикой, считает эксперт. Руслан Пухов уверен, что итоги Второй Карабахской войны полностью не устроили ни так называемых победителей, ни побежденных, что понятно. Тут имеется в виду, что амбиции Азербайджана нельзя назвать исчерпанными. Цитата: «Если возможности для армянского реванша в обозримой перспективе не видится, то Азербайджан будет добиваться полного и окончательного восстановления контроля над всей территорией Нагорного Карабаха», считает эксперт. Мнение о том, что от Второй Карабахской войны прежде всего выиграл Кремль, которое также звучало по окончании конфликта, эксперт не разделяет, считая его недальновидным. Цитата: «Оставляя в стороне ситуацию с российскими базами в Армении, Абхазии и Южной Осетии, надо отметить условность российского миротворческого присутствия в Карабахе. Пятилетний мандат российских миротворцев здесь, то есть фактически временный статус, еще остающийся в руках карабахских армян территории как протектората России, допускает его продление. Но такое продление, если оно произойдет, не будет легким, тем более автоматическим». Вместе со своей союзницей Анкарой Баку уже пытается оказывать давление на Москву в пользу полного возврата региона под азербайджанский контроль, считает Пухов. Таким образом, нынешний статус-кво в регионе изначально неустойчив. Прежняя российская ставка на долгосрочное поддержание баланса между союзной Арменией и партнерским Азербайджаном при сохранении за Москвой роли арбитра, контролирующего ситуацию в зоне конфликта, нереальна. Вот такая сложная ситуация укоренилась совсем близко от нас в результате войны, которая началась 27 сентября прошлого года между Арменией и Азербайджаном, и нас это, конечно, тоже не может не тревожить. Обо всех этих вопросах мы хотим поговорить с председателем Межпарламентского комитета по международным и межпарламентским связям Астамуром Логуа. Астамур, здравствуйте, я поздравляю вас с Днем освобождения Сухума. И хотелось бы сегодня поговорить на эту тему и прежде всего услышать ваше мнение, какое значение для нашей новейшей истории имела дата 27 сентября, ну и, конечно, 30 сентября, День Победы и Независимости. Добрый день, Арифа, с праздником вас. Да, на самом деле сегодня начинаются наши, скажем так, праздничные дни, да, 27 сентября – это день освобождения города, день начала нашей большой победы, которая завершится 30 сентября. Мы будем праздновать со всем нашим народом, с нашими гостями, с нашими добровольцами. Кстати, нужно отметить, что город освобождали и освобождали здание Совета Министров. Входила одна из первых групп, была группа наших братьев-добровольцев с Кабардино-Балкарии, возглавляемая Муаедом Шоровым, за что мы всегда будем благодарны нашим добровольцам, к сожалению, которых с каждым днем все меньше и меньше становится, но мы должны, вот наше поколение, я считаю, именно наше поколение должно уже, значит, переключиться на молодежь, на детей этих добровольцев, и таким же образом, как мы встречали самих победителей, в будущем чествовать, встречать их детей на абхазской земле. Что касается значения этих двух дат, значения вообще победы для нашей новейшей государственности, вот в чем основные плюсы, это понятно, но какие вызовы нам это принесло и в чем в этом роль парламента, как вам кажется? Ну, я должен отметить, что любая война – это не есть хорошо, это человеческие жертвы, и абхазский народ заплатил очень большую цену за свою свободу и независимость. Однако, наверное, не оставалось никакой другой возможности, как отстоять свое право на жизнь, если бы мы не включились в эту войну. Мы были, сначала нас ассимилировали, вы знаете, исторически, а затем нас решили вообще задушить, придушить, и вот войной напали на, скажем так, в курортное время на Абхазию, в которой было очень много гостей, отдыхающих, туристов, которые тоже также пострадали. Но я думаю, что мы в итоге, заплатив очень большую цену в виде тысячи жизней наших молодых ребят, девочек, отстояли наши родители и взрослое поколение право абхазского народа на
то, чтобы этот народ жил. Это первое. И второе, мы воссоздали абхазское государство. Да, безусловно, были сложные времена. Надо отдать должное первому президенту Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу. Его имя будет всегда связано, я думаю, веками, будет связано с победой народа Абхазии в Отечественной войне. Конечно, было сложно. Конечно, сегодня, вот вы сказали, какая роль парламента. Самая главная роль, как мне кажется, это роль защитников Отечества, которые с оружием в руках отстаивали победу, да, отстаивали право на жизнь. Но в то же время мы знаем, какую работу проводил и парламент, какие законодательные акты, в какие сроки, как это быстро все нужно было делать. И, безусловно, нужно отметить роль и парламента в том числе, который тогда очень плотно работал с президентом. Это был как живой организм, единый организм, да, и все друг друга дополняли. Чего сегодня, к сожалению, на протяжении многих лет сказать сложно, потому как мы стали, общество развивается, у нас появилось много движений, много политиков оппозиционного толка, другого толка и так далее. Сегодня сказать, что парламент и исполнительная власть работает так же, как работала во время войны, сложно. Наверное, на то есть, скажем так, причины. Тогда была другая ситуация, и в унисон работали все для того, чтобы состоялась эта победа, для того, чтобы абхазское государство воссоздалось. Спасибо. Ну а если вы скорее сказали о прошлом, а мой вопрос еще и направлен в будущее, в настоящее тоже. И вот так как вы возглавляете комитет по межпарламентским и международным связям в парламенте, в Народном собрании, расскажите, пожалуйста, вот какие есть такие, может быть, задумки, планы или уже что-то претворено в жизнь, что тоже способствовало бы формированию вот государственного имиджа, каким-то хорошим добрососедским отношениям, сотрудничеству, может быть, несколько вот таких вот пунктов. Да, конечно. Тут нужно отметить и проблемы, которые у нас есть сегодня. Да, это вот частичная признанность наша, да, не признаны мы всем миром. И, безусловно, мы не можем участвовать на всех площадках, да, касаемо парламентских и так далее. Но мы пользуемся, во-первых, теми возможностями, которые у нас есть в Российской Федерации. Буквально недавно мы вернулись с выборов, где были в составе международной делегации по наблюдению за выборами в Государственную Думу. На этих площадках мы стараемся найти себе новые контакты, потому как представители разных стран, разных парламентов бывают на этих выборах, и мы на одном уровне с ними наблюдаем за этим процессом в России. Конечно, мы развиваем контакты и с другими странами, которым, может быть, сейчас сложно однозначно идти на прямые, на контакты и отношения до установления дипломатических связей. Они нас не признают пока, но в частных беседах и другие какие-то возможности находятся. Например, скажем так, мы нашли возможность для сотрудничества с нашими коллегами из других стран посредством организаций, которые мы создаем при парламенте. Они общественные, но такие же структуры есть и у других парламентов. И надеюсь, что в ближайшее время вы услышите, что абхазская организация Лига друзей Абхазии, которую мы придумали в стенах парламента, будет подписывать соглашение с, скажем так, организацией, которая при парламенте соседней страны. Да? Надеемся на то, что мы все-таки добьемся того, чтобы в этих странах абхазскую точку зрения знали. Мы будем добиваться того, чтобы абхазская делегация, пусть это на данный момент парламентская, будет иметь возможность выступить, скажем, примерно перед турецким парламентом, даст Бог, и перед другими парламентами мира. Мы добиваемся на всех встречах и в рамках женевских дискуссий, когда разговариваем, мы говорим о том, что нельзя допустить того, чтобы односторонне подавалась информация. По какой причине, например, мне неизвестной, на той же Генеральной Ассамблее ООН грузинская делегация говорит свое видение, свою версию, кстати, абсолютно оторванную от реальности, скажем правду, но абхазская делегация не имеет возможности выступить и быть услышанной всем миром. Мы же не говорим, что от этого выступления изменится
завтрашние отношения, но хотя бы даже, скажем так, осужденному дают последнее слово. В нашем же случае нам ничего не дают, и это не есть правда, и это не есть демократия. Хотя есть примеры. Я вот, например, должен сказать о том, что также не всем миром частично признанным, да, государством является Палестина. Однако у Палестины есть свое представительство в Организации Объединенных Наций, и они могут себе позволить, и им позволено, скажем так, выступать на такой серьезной площадке и озвучивать свое видение решения их конфликта. К сожалению, пока мы этим похвастаться не можем. Но еще раз повторюсь, мы не останавливаемся, мы работаем, участвуя на разных форумах, будь то экономического толка, будь то политического толка, мы везде ищем контакты для того, чтобы об Абхазии узнали, для того, чтобы установить отношения, которые позволят нам, скажем так, донести правду до широкой общественности. Очень большую роль в этом играет, конечно, Грузия. То, как она представляет миру информацию об этой войне. Очень сменилась парадигма после 2008 года, парадигма конфликта вообще, когда они стали отрицать, что был какой-то конфликт с абхазцами, была абхазо-грузинская война, а это якобы конфликт с русскими и с Россией. Да? Вот как вам кажется, к чему вот ведет и вообще в каком положении, да и они тоже сейчас из-за вот такого вот глобального самообмана? Вы знаете, к большому сожалению, конечно, в краткосрочной перспективе этого представить нельзя, но я надеюсь, все равно надежда, как говорится, умирает последней. Я живу с надеждой на то, что в Грузии поменяется, не то что отношение, а, наверное, поколение придет другое к власти. Я считаю истинных патриотов Грузии, которые все-таки признают свершившиеся факты, и вот не 27 сентября будут там кого-то чествовать, а когда признают абхазскую государственность, мы все-таки соседи, нам друг от друга никуда не уйти, мы не можем поменять местами Грузию с Италией, например, да, или Францией, мы будем жить бок о бок веками. Я думаю, что придет то время, когда, извинившись, они будут преклонять свои головы перед памятью погибших за свободу и независимость Абхазии. Когда эта реальность наступит, когда абхазское государство все-таки признается со стороны Грузии. Что касается той парадигмы, которая меняется, да, в отношении войны, что не мы, оказывается, воевали, мы стали жертвами, разборок между Грузией и Российской Федерацией. Вы знаете, к сожалению, мне кажется, нам надо чаще об этом говорить и в самой Абхазии тоже, потому что у нас растут другие следующие поколения. Мы сегодня стали немножко забывать о том, что было позавчера, и грузинам очень четко нужно напоминать, что до какого-то этапа, до определенного этапа, та же Российская Федерация, которая сегодня заключает с Абхазией много-много разного рода договоров, и самое главное, признала независимость Абхазии, поддерживала санкции и блокаду, которую, кстати, навязали всему СНГ как раз грузины. Это бы происходило до 2000 года, до того момента, как в России стал президентом нынешний руководитель, большой патриот России, наш друг Владимир Владимирович Путин. До этого Абхазия находилась под санкциями СНГ, и в том числе российскими, из-за прихоти грузинской. Не надо этого забывать. Мы, конечно, никогда не забудем о добровольческом движении, которое было с российской стороны. Но в то же время, что касается политики по отношению к Абхазии и всякого рода сговоров и договоренностей с Грузией, тоже нельзя забывать. И надо грузинам об этом четко говорить. Есть, конечно, и другой момент. Это 2008 год. Это ситуация Южной Осетии, да, война, которую прошел юго-осетинский народ второй раз. Но и после 2008 года, к сожалению, еще раз повторюсь, к большому сожалению, Абхазия перестала быть стороной конфликта на переговорах. Понимаете, хотя к этой войне, скажем так, к 2008 году и к подписанным соглашениям и вообще ко всему, что происходило вокруг, мы имеем посредственное, да, отношение. Но и о каких беженцах можно говорить 2008 года, которые грузины упоминают, и в этой теме они упоминают Абхазию. Если и говорить о конфликте с Абхазией, это 92-й и 3-й год. И мы на каждой встрече в Женеве,
на любой площадке, где мы находимся, мы всегда говорим, не надо, пожалуйста, начинать с 2008 года. У нас конфликт 92-3 года, понимаете? И надо напоминать, что, кстати говоря, под, скажем так, давление это было или не давление, но Абхазия в одностороннем порядке. Во всем мире нет таких прецедентов, пока итоги войны не подведены и, значит, не все согласны с итогами войны, чтобы одна сторона, победившая, возвращала беженцев. Мы же на этот шаг пошли в 1994 году, и надо об этом говорить, что Абхазия сделала это. А о каких беженцах 2008 года Грузия хочет говорить на всех площадках, где не допускают Абхазию, куда не допускают точнее, мне не ясно. По этой причине, еще раз повторюсь, вот эти, значит, вопросы касаемо грузино-абхазского конфликта, мы еще четче должны о них говорить. И вот эта пропаганда, которая ведется, что якобы существует российско-грузинский конфликт, это неправда. Может быть, в российско-грузинских отношениях, да, не все очень хорошо, это всем понятно. Но война была между Грузией и Абхазией и абхазским народом многонациональным, который защищал свое право на жизнь. Вот и все. Понятно. Астамур, и напоследок еще очень коротко хотелось бы сказать о том, что 27 сентября, ровно год назад, началась Вторая Карабахская война, и по ее окончанию, в принципе, создалась, можно сказать, новая, да, ситуация, новая геополитика на Южном Кавказе, очень многое поменялось. Вот на наш взгляд, какие мы должны извлечь уроки, какие итоги, что, как на это влияет на нас, и вот об этом немного. Это влияет на нас, конечно, одним образом, что мы живем в одном, скажем так, регионе. Это первое. Второе. Очень долгая и сложная тема, но я постараюсь коротко ответить. Думаю, не будем углубляться. Да? Я бы не хотел, чтобы наш случай с случаем вот, между Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом сравнивали. Это абсолютно разные случаи. И нужно отметить, что Абхазия, вот если говорить о том, что Нагорный Карабах, имеет ли он право на самоопределение, да, там проводились, значит, референдумы, объявлялась независимость. К сожалению, Нагорный Карабах не был признан даже Арменией, скажем прямо, да, и для них, для Нагорного Карабаха, для жителей. И второй момент. Все-таки там есть ситуация с 7 или 8 районами, о которых говорили, что эти районы принадлежали всегда исконно Азербайджану. Ну, нужно отметить, что руководство Армении, к сожалению, для себя и для жителей Нагорного Карабаха в переговорном процессе, ну, как-то непонятно, да, эти переговоры длились много-много лет, но даже те районы, которые признавались азербайджанскими, они не шли на то, чтобы, да, в переговорах договориться о разделении, возврате этих регионов в обмен, допустим, да, на самоопределение, скажем так, Нагорного Карабаха. И потому мы ничьи районы не захватывали. Если сравнивать, да, все, что у нас есть до каждого сантиметра земли, это все наше. Более того, если, значит, в историю заглянуть, может, границы были шире, но сегодня возьмем последние там сотню лет, да, от границы Республики Абхазия, каждый сантиметр этой земли принадлежит народу Абхазии, и чужого мы не хотим, но и свое никому не собираемся уступать. По этой причине я бы вот вижу разницу, да, между конфликтами. А так, безусловно, сегодня, вот знаете, слушая новости о том, что в руководстве Армении, например, пошли сигналы через ту же Грузию, да, через премьера, о том, что они готовы к переговорам с Турецкой Республикой, Азербайджан и Армения сегодня коридор готовят, в котором Россия участвует, да, о транспортно-логистические коридоры. Вы знаете, что мы об этом в прошлом году говорили и с нашими коллегами в Российской Госдуме, и предлагаем на весь мир, говорим о том, что Абхазия хочет быть равноправным участником всех мирных, значит, правильных процессов в нашем регионе. Мы против войны, и было наше заявление парламентское во время войны в Нагорном Карабахе, что мы против обострения ситуации, против человеческих жертв. Война не может быть никогда каким-то хорошим, добрым делом. Во время войны гибнут не только солдаты на поле боя, но и мирные жители, и женщины, старики, дети. Это ни к чему хорошему никогда не может привести. Мы это абсолютно точно понимаем. И потому за все мирные инициативы Абхазия будет
цепляться, будет хотеть в них участвовать. И то, что сейчас обсуждается с прошлого года, кто-то ее называет платформа 6, кто-то 3+3, да, какие-то страны хотят участвовать, какие-то нет. К большому сожалению, пока Абхазию в этой платформе не видят, но мы говорим везде на всех уровнях, что с большим удовольствием на равноправных, значит, условиях, отношениях Абхазия будет готова к сотрудничеству со всеми странами в нашем регионе. И самое главное, что, знаете, вот это, кстати, показала вот ситуация в Нагорном Карабахе. Хорошо, плохо, не берусь судить, для какой-то стороны, конечно, плохо, но в этот раз в конфликт в нашем регионе не вмешались не региональные державы и страны. Да? Все было вот в рамках представителей региона, той же Российской Федерации в первую очередь, безусловно, Турции. И надеюсь, что в этом ключе и продолжится вообще, скажем так, развязывание всех этих сложных узлов, которые, вот, кстати, завязывали, помогали завязывать представители стран, которые не живут и не участвуют, ну, не живут в нашем регионе. И в этой связи есть большие, конечно, надежды на то, что в нашем регионе есть три очень большие, великие державы. Это Российская Федерация, это, значит, Исламская Республика Иран, это Турецкая Республика. Мы очень надеемся на то, что вот эти страны между собой взаимодействуя, хорошо взаимодействуя, да, находя какие-то общие точки соприкосновения или точки развития каких-то отношений, в регион вернется стабильность, мир. И в конце концов в грузино-абхазском конфликте 29 лет уже прошло. Я думаю, что пора, да, значит, вещи назвать своими именами, признать свершившиеся факты, реальность и развивать добрососедские отношения равноправные. Огромное вам спасибо и еще раз с праздником. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы еще раз поздравляем вас с Днем освобождения Сухума, желаем мира и благополучия. А мы по-прежнему будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.